Я вижу, что вы подключаетесь. Если меня хорошо слышно. Да, так Меня лучше слышно. Привет. Ага, привет, привет. Просьба включить камеру для того, чтобы мы видели, кто у нас сегодня присутствует. Я благодарю вас всех за то, что подключились к нашему прямому эфиру. И мы сегодня вещаем из пространства коллективной работы Сайды. И как раз тема такая подпала, что мы будем разговаривать про сообщество. Каким образом сообщества создают новую реальность, как они влияют на развитие той ячейки, в котором они проживают и создаются. То есть сообщество как агенты изменений. Семен, у нас получается подключить камеру, чтобы я рассказала, откуда мы сегодня вещаем и кто у нас сегодня присутствует. Все. Видите, да? Кюнней, Александр, просьба включить, пожалуйста, камеру, чтобы у нас с вами получился митап. Давайте дадим определение, что такое митап. Митап – это когда каждый участник, собственно, не собрания, а просто живого открытого разговора говорит о том, как… у нас сегодняшняя тема вообще сообщество как агенты изменений. То есть если есть агенты службы безопасности, то сообщество является неким таким агрегатором, который изменяет все, вокруг чего, собственно, им приходится работать. Да? И мы сегодня будем говорить о том, что активности могут воздействовать на окружающий мир и приносить пользу обществу и запускать позитивные процессы. Анисия, я вас приветствую. И так вышло то, что мы сегодня будем сообществом работать в сельской территории, потому что со вчерашнего дня и в рамках форума мы активно разговариваем на предмет того, чтобы не только города развивать, да, а сельские территории. И вообще давайте сделаем таким образом, чтобы у нас вышел некий интерактив, некая импровизация, когда каждый может принять участие, рассказать, каким образом он воздействует на окружающий мир и приносит пользу, да, и где, в принципе, как команда, как сообщество, которое уже начинает эту тему, мы можем все это развернуть и каким образом мы все можем это изменить. Потому что сейчас инфраструктура, государство, все нас поддерживает, и, в принципе, все в наших руках. Нам только надо действовать, да. Так, каким образом мы будем разговаривать? Давайте я подставлю камеру вот таким образом. Наталья Афанасьевна, Кюнней, Александр. Анисия, я вас тоже попрошу включить свои камеры и подключиться к разговору. Потому что это чтобы не было вещанием в одного, чтобы человек сидел и сам с собой не разговаривал. То сообщество, которое рядом со мной находится, я тоже приглашу к живому разговору. И попрошу Анатолия немного в импровизационном характере объяснить, как сообщества могут повлиять на новую реальность и зачем вообще собираться в команды. Как ты думаешь? Так, команда – это в первую очередь синергия. Это сообщество единомышленников, которые работают во благо той или иной цели. И когда люди объединяются, конечно же, происходит такие явления, как сайды, да? Точки кипения и так далее. Конечно же, это надо развивать, и это важно для развития общества в целом. Для развития общества в целом. Вот, чтобы общество трансформировалось и шло в ногу со временем, конечно же, надо создавать такие коллективные сообщества, да, которые являются такими двигателями системы, можно сказать. В современных реалиях та система, которая сейчас работает, она показывает эффективные результаты, когда по иерархии сверху вниз все спускается, и человек, собственно, сообщество ждут того, что кто-то им что-то укажет, покажет. Этот механизм сейчас действует или надо как-то переформатироваться и уже выходить из старого уклада, когда… Да, но про то, что спускается сверху, это однозначно есть и будет, да? Да. Но инициатива, конечно же, должна тоже появляться и снизу, как говорится, да? Но вообще, на самом деле, почему снизу?
почему не находятся на одной плоскости, да, можно сказать. Вот. И такие коллаборации как раз таки размывают границы, наверное. Да. Сейчас время такое, то, что инициативы очень хорошо и результативно поддерживаются. И сообщество – это команда людей, которые, собственно, не то чтобы я не то имела в виду, когда линейно стоят команды, то есть и они что-то делают, коллаборируются, друг с другом работают для того, чтобы у нас с вами произошло, собственно, развитие. На самом деле, когда мы говорим про то, что наше государство не поддерживает, мы же ошибаемся. У нас есть все инструменты для того, чтобы просто начать двигаться, что-то делать, упаковывать, реализовывать, продавать. Собственно, под словом продавать я имею в виду, что сейчас, ну, если мы рассматриваем, грубо говоря, регион Саха-Якутия, то рынок у нас на самом деле можно все, что угодно продавать. Начиная от рынка еды, заканчивая рынком малой авиации, когда мы говорили вчера, что надо поднимать регион касаемо того, что аэронет у нас вообще полностью отсутствует. И на самом деле, когда мы тут с вами собираемся, люди, сейчас время такое, то что если раньше был экономика товаров и услуг, то сейчас она с ним немножко заменяется, и новый вид экономики – креативная экономика, то есть экономика знаний, и за счет добавочной стоимости к инфраструктуре, которая имеется, люди, его сообщества могут, собственно, зарабатывать и делать вещи, проекты, которые обязательно государством будут поддерживаться. И, собственно, вот эту новую реальность все те, кто уже как-то работают в так называемых проектных командах, должны понимать о том, что, собственно, когда для кого не секрет, то, что общество у нас сейчас превратилось в неких хейтеров, которые... Что за понятие хейтер, Яра? Кто такие хейтеры? Скажи, пожалуйста. Которые ничего не делают и критикуют. Да, неких диванных критиков, когда... Ты, если критикуешь, ты должен что-то, собственно, делать. Критикуй, ты делай, правильно? А когда говорят, что власть ничего не делает, на самом деле у нас... Ты что хочешь сказать? Ага. Так, Да, давай добавлю, да? По поводу хейтеров, да? Ну, мне кажется, это происходит из-за незнания, во-первых. Да. Люди недостаточно осведомлены про какое-то направление, да? Про тоже малой авиации и так далее, да? Но на самом деле проблема же давно назрела, и большинство организаций, сообществ уже готовы вводить в эксплуатацию вот эту малую авиацию, да? Просто нужны какие-то четкие правила и некие образовательные механизмы, да, которые способствуют развитию малой авиации, те же летные школы и так далее, да. Вот. Ну, в общем-то. Хорошо. Спасибо, да. Лилия Михайловна, у нас гибридный мир, blended world, когда совсем непонятно, в каком мире мы живем и что завтра нас ожидает, так называемый гибридный мир, когда онлайн и офлайн, тут у нас есть зрители нашего митапа, когда они через ноутбук смотрят, да, на нашу с вами беседу, и я попрошу так называемых друзей по ту сторону экрана в онлайне. Лилия Михайловна, дайте, пожалуйста, проектным командам. Кто такие проектные команды? Добрый день, коллеги. Проектные команды кто такие? Ну, я думаю, что это небольшой коллектив единомышленников, которые что-то хотят сотворить в этой жизни и сотворить в своей профессиональной деятельности. На самом-то деле мы в рутине своей профессиональной деятельности теряем вот эту новизну, инноватику, какие-то прорывные идеи. И то, что есть такие площадки, как этот форум, и то, что делает точка кипения, это ведь не просто так было задумано людьми, тоже определенной группой единомышленников, чтобы привносить развитие, привносить новое и находить тех людей, которые бы это могли делать на местах. Вот, поэтому я думаю, что данный форум – это
очень круто, и то, что вы вовлекаете нас сюда, это дает тоже нам определенный импульс для того, чтобы в своей рутине не находить, а думать, искать и развивать что-то новое. Спасибо. Спасибо, Лилия Михайловна. Мы все знаем, что проектные команды системы профобразования очень хорошо, круто работают в нашем регионе. К нам присоединяется Степан Андреевич Степанов. Я попрошу дать определение понятию человеческие ресурсы. И, собственно, проект – это оживленная часть или нет? Степан Андреевич, просьба выступить и высказать свое мнение касаемо того, что проекты – это одушевленный предмет или все-таки это неодушевленное что-то на бумаге, которая находится. Приветствую, друзья. Извините, я пока без видео. Проект, конечно, естественно, одушевленный. То есть такое понятие же, как проект, он мертворожденный, мертвый проект там, или дальше все равно не пойдет и так далее. Это зависит от того, что насколько люди в нем активные, насколько правильно поставлена цели, задачи проекта, да, то есть насколько люди вовлечены и имеют свои там интересы и так далее. То есть от этого зависит проект живой или мертвый. То есть он обязательно должен быть живым изначально, из самого вот рождения. То есть те мероприятия, которыми вот сегодня вы занимаетесь, да, индустрия будущего, точки кипения, они наверняка должны являться, наверняка можно их считать живыми. Живыми почему? Потому что они с самого начала, пока еще не зародились, вы, то есть, да, точнее, привлекаете очень много людей, и тем более привлекаете людей из разных слоев общества. То есть это могут быть представители муниципалитетов, органов исполнительной власти, предприятий, да, то есть, и это самые разные люди, почему-то с большим интересом и с большой мотивацией подключаются и изъявляют желание вместе работать, то есть оно и считается как бы живым общением, неважно в каком формате. И, соответственно, такие проекты воплощаются в жизнь. Продолжая тот разговор, который мы вели, да, продолжая ту беседу, которую вы начали с Министерством образования и науки, можно считать, что, я думаю, что необходимо не терять темпа, сразу внедряться и решать первые вот эти вот организационные моменты для того, чтобы проект уже начал жить своей жизнью. Иначе мы потеряем тот закал, и оно постепенно умрет. Это неизбежно как. Поэтому, да, здесь я думаю, если вот спрашивать, проект это живое понимание, живое или мертвое, то есть считаю, что оно обязательно живое, живым нужно считать. Супер. Сегодня как раз-таки собралось то общество, которое своим примером, своим видом, своим поведением собирает вокруг себя общество, и пассионарная энергия начинает реализовывать проекты. И, собственно, когда мы говорим про человеческие ресурсы, перед Министерством образования, в том числе перед нами стояла острая задача того, что мы в детях не заложили навыки социальные, так называемые, в том числе коммуникабельность. Я не перестаю про это рассказывать, к примеру, да, когда мы со Степаном решили к выводу, что коммуникабельность, используя инструменты, можно прокачивать в детях. И когда шла поддержка программы «Молодые профессионалы», когда Министерство образования поддержало, этот проект зашел. То есть вначале была идея, да, Иван, приветствую, Привет. а, собственно, потом мы начали что делать? Там документы писать и так далее. И когда мы видим то, что проекты изначально бывают такие, то, что начинают там бумагу писать, расписывать, грубо говоря, актуальность, гипотезу, финансовую составляющую. Мне кажется, это, может быть, это мое личное мнение, то, что это не совсем правильная траектория. Вначале есть люди, вначале есть команда, вначале есть идея, миссия, желание что-то сделать и развивать, а потом уже, собственно, и все прикладное появляется.
Если кто-то считает не так, то просьба свободный микрофон включить и сказать свое мнение. Иван, спасибо, что присоединился. Вот мы так в импровизационной форме между площадками бегаем, и к нам присоединяется Иман, я очень рада. Так, все-таки проект, мы обсуждаем то, что сообщество и проекты двигают люди, двигают команды прежде всего. А потом уже и начинаются, собственно, какие-то глобальные проекты, которые можно класть на бумагу. Ну, всем привет, всем здравствуйте. На самом деле здорово вот так собираться. И этот форум – это возможность действительно собрать людей, с кем мы взаимодействуем, кто имеет интерес к нашей деятельности. И вообще вот то, что на протяжении 2 лет делается, это уже дает определенные плоды. Мы находимся в замечательном таком пространстве Сайды. Это первое сельское пространство, пилотное. Наши друзья сейчас находятся через Zoom, да, тоже смотрят, и они, в принципе, знают. Вот. И все, кто здесь присутствует, это наши действительно друзья. И, единомышленники. Мы так или иначе все взаимосвязаны. Да, и здесь вот в Zoom находятся, да, Елена Афанасьева, программный директор университетской точки кипения из ВФУ, Семен Семенов из Горного Улуса, он здесь был, еще пока не было Сайды, как такого отремонтированного, тоже был. Я вижу, кто здесь, Лилия Михайловна. Да, Лилия Михайловна, это директор ИРПО. Мы ездили к ним, когда еще Лилия Михайловна была директором в Алданский колледж. Да, Алданский политехнический техникум. Техникум политехнический. Мы там команду прокачивали. Сейчас еще присоединились, это, да, и здесь Степан Степанов, он из Министерства образования и науки. Да? И так можно дальше продолжать. Денис Иванов, тоже очень активный молодой человек из АГАТУ, и он инноватор в сфере фермерства, сельского хозяйства, можно сказать. Вот таких людей очень много. Здесь вот у нас Мария Ивановна, да, директор КЦ, вот сотрудники, наши друзья еще вот из администрации. Да. Мы всех считаем вот именно такой подход отношений. СПК Самартай, управляющий ТР. Вот мой товарищ Анатолий, которого мы давно хотим сюда привести, человек с большим таким бизнес-складом ума, который может быть полезным вообще нашему сообществу. Сообщество, оно само по себе вот так, за счет знакомства, единого видения, да, идей каких-то общих формируется. Вот поэтому, когда мы говорим, когда мы заявляем вот сообщество как агент изменений, мы здесь, конечно, как-то назвали все это серьезно замудренно. Да? Агенты изменений же это люди и организации, которые улучшают жизнь. Это есть такой термин вообще и в мире, и в России. И вот мы сообщество, формируясь, независимо от того, в какой должности, кто кем работает, в какой сфере, да, мы просто люди общаемся. Правильно? Мы же хотим менять нашу жизнь к лучшему. Поэтому нужно нам выстраивать такие связи, общение, знакомства, да, которые позволят нам что-то больше сделать. Вот. И форум новаторства не зря проходит, и те, кто сейчас слушает через Zoom, тоже должны как-то вот ощутить, наверное, замысел этого форума. Он такой реально заразить людей, зарядить, как-то вот, да, познакомить и сказать, да, действительно, а чего нет, мы можем много всего сделать. Вот. Поэтому сейчас, до часа у нас время есть. Вот. Предлагаю как-то от себя каждый что-то может, мы как модераторы будем, да, давайте слово. Мы уже начали, ага. Каждый знакомится, ага. Каждый будет знакомиться и рассказывать о себе. Вот. И в основном, знаете, вот те наработки, которые у нас имеются на сегодняшний день, над которыми мы серьезно работаем, это новая модель села. Это альтернативный, один из тех путей развития сел, вот, которые могут вывести село, на наш взгляд, на вообще новый такой качественное направление развития. Совсем по-другому. Но это быстро не делается, через определенные шаги. Да? Мы это уже делаем. И уже есть Сайды пространства, есть совместные какие-то там проекты, и нужно образование, да, нужна поддержка министерства, из ОЗФУ очень много, да, экспертов и так далее. В общем, вот сообщество – это вот те, кто взаимодополняет друг друга и делать действительно серьезные профессиональные такие дела, реализовывать проекты профессионально.
Поэтому предлагаю дальше Ага, продолжить. да-да-да. Лилия Михайловна, я хочу вот немножко попросить вас высказаться на предмет того, что мы вчера обсуждали, каким образом развивать вообще образование и видеть в каждом ребенке кадр. Потому что если мы говорим про стратегию, да, про стратегию развития, когда к 1935 году у нас уже у каждого жителя должно появиться понимание того, что он живет, собственно, богатой, достаточной, хорошей республике, а для этого надо развивать и прокачивать детей. Мы вчера на пленаре недискуссионной сессии вместе с системой образования, с людьми, которые что-то развивают, обсудили на предмет того, что в одном населенном пункте будем собирать это, и как оно может прилечь на инициативу «Новая модель села». И я вот хочу сегодня предметно услышать ваше мнение касаемо вашего вчерашнего обсуждения и немножко донести до сообщества. Можем ли мы изменять, работать таким образом? Еще раз добрый день. На самом-то деле вчера были очень интересные пленары и мероприятия. И вчера, насколько я помню, один из федеральных экспертов говорил о том, что вообще понятие «село», термин, уже как бы неуместен, и нам, наверное, надо подумать о том, как назвать современную жизнь в сельской местности, опять-таки сельской, да, вот здесь как-то подумать, потому что, опять-таки, Иван, вы тоже во вступительных речах своих говорили о том, что ну, в начале прошлого века, в 20-30-е годы, это была индустриализация, колхозы, совхозы, и отсюда пошло понятие сельская жизнь, сельское хозяйство и так далее. Здесь есть над чем подумать на самом-то деле, потому что вчера говорили о том, что... И не вчера говорили о том, что и мое личное убеждение в том, что жить на собственной земле, в собственном доме, а не в многоквартирном большом доме с многочисленными соседями и так далее, это сейчас, как пандемия показала, это очень важно, нужно каждому, и, ну, получается, что, наверное, будет престижно или есть уже престижно. Вот. Что касается образования, здесь вчера действительно Ольга Сергеевна Сукуева, ректор Высшей школы инновационного менеджмента, озвучила идею, которая у меня тоже зрела параллельно в голове, о том, чтобы запустить некий пилотный проект в отдельно взятом небольшом населении, где все агенты, ну, которые занимаются, ну, субъекты, агенты или как там их назвать, которые занимаются именно развитием, а развитие без образования невозможно, мы бы действительно какой-то вот такой проект замутили и бы запустили, например, вот в ТТБ. Я понимаю, что вы сейчас находитесь там. На самом-то деле это было бы очень круто сфокусировать все силы определенных агентов, которые в целом работают на республику, но попробовать это сделать на уровне конкретного населенного пункта. Угу. Вот. И мы готовы в это включиться, если даже там нету системы среднего системы среднего профессионального образования. Это не важно, сейчас сетевые формы работы позволяют везде, и спасибо пандемии за цифровизацию и онлайн-технологии, это сейчас везде возможно. Поэтому я и наш институт, мы готовы в такие проекты включаться и работать вместе. Потому что за этим стоят люди, дети,
которые получат возможность. Спасибо. Конечно, Лилия Михайловна. И я вот в свою очередь тоже хочу высказаться, да, ага, на предмет того, что с прошлого года тоже сборку делали. Мы как команда вообще работаем со стратегически важными задачами, да, и по инициативе «Новая модель села» есть проект «Полигон практик», где коллективно ведется процесс, когда, везде, не только в сельских территориях, да, везде муниципалитетов, у нас 34 муниципалитета, и есть производство. У каждого оно свое. И система профессионального образования, как кузница кадров рабочих профессий, они прикрывают часть, приезжают туда дети, да, вместе с менторами, наставниками и так далее. И при этом накладываются софтовые навыки, которые, в принципе, можно в коллаборации с системой высшего образования, либо с людьми, которые уже развиваются в бизнес-сфере, развивать в наших детях. И так быстрее мы пройдем этот акселератор, и быстрее будем развивать каждого нашего ребенка, если мы будем маленькими проектными командами работать на местах. Потому что сейчас время такое, то, что надо немножко выходить за рамки и работать уже локально в тех местах. Сборку можно сделать, да, действительно, в маленьком населенном пункте. Уже мы начали. Мы для этого здесь находимся, для этого мы шаг за шагом, потихонечку, понемногу делаем определенные действия, да, мероприятия, встречи, знакомства, проекты запускаем, и все, село готово. Сайды, пространство есть, вот, все сюда приезжаем, запускаем мероприятия. Люди, местные жители, местное сообщество, они тоже готовы. Представители администрации здесь, да, культуры, учреждения культуры, местного производителя сельхозпродукции, да, с ХПК по всей республике. Есть вы, друзья, эксперты, есть вот бизнес, который давно интересуется тем, чтобы на селе что-то сделать, грубо, да. Поэтому очень много возможностей, и место здесь, оно уже готово. Поэтому в этом году мы провели форум, мы привлекли наших партнеров, очень серьезно поработали. Вчера действительно было много таких дискуссий открытых, да, где мы затронули очень много вопросов, которые непосредственно имеют отношение к развитию территории, в том числе вот сельской местности. Вот то, что сейчас до этого сказали относительно деревня, да, село, нужно какой-то другой термин найти, и тогда парадигма мышления, понимания, восприятия села поменяется. И у нас есть для этого предложение называть эти населенные пункты микрополисами. Микрополис. Полис – это город. Да? Вот. Не мегаполис Москва, а микрополис – это тоже город. И такой современный образ жизни, городской образ жизни, где всем комфортно, все условия для жизни, самореализации, есть воспитание детей, есть культурного, образовательного там развития. Да? Вот. Поэтому все зависит от нас. И зависит не просто от бумаг, финансов, где там чья-то подпись будет, все, да, от нас самих на самом деле это зависит. Да. И в том числе от нашего мышления, от наших мозгов, грубо, да. Поэтому мы настраиваемся, поэтому мы выстраиваем отношения сообщества. Хорошо. Так, попросим Марию Ивановну высказаться на предмет того, что не должны ли вот мы все эти новых реалий, когда инновация, цифровизация и так далее, когда новая реальность, должны ли забывать исконно свои традиции, самобытность, да, и должны ли на все это наложить вето и начать там по-другому, там только инновациями заниматься. Как вы думаете, как человек старшего поколения? Можно на саха-языке, да, если не получается. Да. Здравствуйте. Слышно, да? С вашего позволения тогда на якутском языке, да? Беги, вот как называется, ТТБ. ТТБ боллагана булыргыттан дерегде нехилек тохчакаби үсүс агуон сетте саха болла нехилек бит ону боллагана бии билин хаме кен тарбыт якаллажы
Жаммут техастват делилер таги кидеревнелер бит титебе онно фоточу. Онно болана чеппен тугунан John Bilen heavy data pitne bihe biheka hece bılır gıttan izus tavus teka nama kurduk tugun darkan törevide diyen kepsen var. Ol titin bullağına bihe bulan kürülen atan urbut desepre deseka yapın barab tan uroktum barab. Ol onna Allah'ına tıgındarkan ol kinler hağına Allah'ına sir bulcağı Allah'cı her bulcağın hağına ol tıgındarkan ağatın munyan darkanı od biremetin sağına taksanlar boyunlar tongus ustara kırganlar bile hedden bulcağı diye kurduk ona munyan darkanı kine oyoğun mesela oyoğa Allah hağına toğa bit Çekavi oğluna rohijar olak çugahan onun bollağına tıygalordan oğulurun jaktalları erjanlar yüksek oltar evet onu olordan bu bilgi korol tumuğundan titebe manan örüs tarıda hedef çugas nemlikten munyan darkan terevit sire toğ nemügühire onun bollağına bilgitten hin çugas jen onu Kanada literaturaga surullali bu tıgındarkan bu Japan siriger titebe törevite jen onu bolla bihe ol törütterbit kimlik kepsen baran yer onu bollana ol çekepsemin sağılan yerinde tak ol kelenihenler ol jaktar törörümüt onun bollana Japan bireger neni kallar bıttar onda Allah'ına beylere dальше bara turbuttar. Ondan ol oyoga Allah'ına ol hağına ardak tühe turere bit ardak tühe turdağına tit mahı bulan olanlar oğlumut. Ol oğota Allah'ına antıbatın ahatarı otan desse kengeten kepsiller kotoy kelen bır bırakpıta diyen. Ol bırından üstenen oğudun ahatan tırnak kaldıran o gün takanırdağına algan aha bitenirvince. Onun ken tuttar bıtattı bir yaka tığın darkan türevide diyen. Это, да, спасибо. Я специально попросила немножко рассказать касаемо того, что, посмотрите, это все хорошо, замечательно, и можно бесконечно рассказывать про это, но, смотрите, наше поколение, которое держит историю, традиции, самобытность, из уста в уста передает, это уже старая информация, потому что мы иначе рискуем потерять все наше наследие культурное, в том числе традиционное, если не будем это оцифровывать, если не будем это упаковывать красиво, потому что эко-воспитание – это прежде всего, когда мышление меняется, подрастающее поколение, и они начинают по-другому мыслить и смотреть на ситуацию в целом. И когда мы говорим про то, что можно реально сэкономить время, потому что век глобализации, это все оцифровывать, историю нельзя терять. История, самобытность, саги, легенды, эпосы – это как основа основ. Народ, который не знает свою традицию, самобытность, он потеряется. Поэтому мы должны понимать, что мы теряем поколение держателей этой истории. И когда мы говорим, что про студентов, неважно, это не только производственная сфера. Есть графические дизайнеры, есть люди, которые креативщики, фотографы, видеографы, которые могут прикладным помочь это все сохранить, потому что архивные данные на бумаге, и сейчас вообще время – это есть самый ценный ресурс. И люди в дороге, может, как аудиокнигу, прослушивать это все, не теряя при этом времени. Новая реальность, она такая, поэтому мы должны, как люди, стремиться к этому. Это в целом не касаемо только предметно. Вот мы на маленьком примере села Тетебе показали то, что нельзя отказываться от новых технологий, от традиций, от бизнеса, потому что бюджет не резиновый, и все время основываться только на бюджетные средства, на грантовую поддержку нельзя. Сообщества, они как двигатели по формуле традиции,
плюс традиции, плюс польза, плюс новые технологии, плюс монетизация. Это и есть формула того, что успех проекта реализуется. И сообщество – это все люди на самом деле. Давайте думать в этом контексте. И я попрошу выступить Семена Семенова из Бердигестяхского наследия, нашего хорошего друга, который расскажет про дизайн-код и проект, поделится с нашими друзьями, с нашим сообществом, как в Бердигестяхском наследии реализуется проект дизайн-код. Семен, слышно, да? Поделись, да, пожалуйста, своим опытом. Добрый день всем. Как меня слышно? Гиллер, да? Гиллер. Я буду говорить на слове саха, так как у меня барьер есть. Русско плохо, не очень хорошо говорить, но я научусь со временем. Ивана Викторовна Петровна, ты чудик сангаралар дегелер кырдык. Виктория Петербург, bu Bedegistahtan takhanro Ivan Pетербург. Биягатын ити келер хылга манчара ньюта болохта. Онно беремнен отон хелекпи тулусу бары онно беремнен хаҗып онно катараттан Bedegistah нехелеген жахалтата архитектордорга булырын такса хаҗып онно кенлер бу Россиянен проект эбит оказывается. Идеялар такыптара кенлер нехелекке дизайн код дене олоққа келдере кайынде. Олы бетер тох бар тулар, общественное пространстволар, предпринимательлер объекттара, арт объекттар, телтелер аңгулара, тас көстүләре барта бир дизайн кодунан болуктар. Антон бастан архитектордар сүрдә удыр буттара, поддержкалары арас варианы аңгыр буттара, аны нехленяга бейлерге алар буттара каяны ята ордуга денде нехленя коластабы, аны ол колдумунаттан дизайн код аңгылдан билген Бердигестахпит сүрдәк керкәен тупсан удобный, она англы аңгулах болбуттан бихеттан көрө беребит, оннаттан тергедиле хаңылы англы аңгулахтан кихи мотивацияннан өссө буга сайдын, аңгырон, айын үлелен бар дияхада. Олта тәсәйге би нехелек тонун ис әйгетигер жайырабитти, дизайн код. Он иккиз вопрос тохнеде, Виктория, ты... Я хочу тоже дать определение вообще дизайн-коду. На самом деле это широкий смысл. Дизайн-код – это не только бренд, логотип вывесил, и это все дизайн-код. Логотипы везде вывесил, и это все дизайн-код. Дизайн-код – это когда население, в котором формируется вообще другое мышление, когда каждый видит полезность от того, что он живет в том населенном пункте, где есть дизайн-код. То есть мы говорили то, что без развития бизнеса в целом экономика не будет развиваться. И каждый житель делает деньги непосредственно от того, в том населенном пункте, где находится дизайн-код. То есть, грубо говоря, он развивается в сфере туризма с помощью экспертов, которые привлекаются, монетизируют все это, приносят в экономику, сотрудничает с образовательными учреждениями, которые приходят на помощь и там прокатывают свои программы, обкатывают. Да, это история коллаборативного характера, когда одни проектные команды работают над одним и тем же на самом деле, чтобы у нас одна и та же цель у всех. Это что? Развитие экономики в целом, да, в том числе нашего региона. И если каждый житель будет знать, что он, когда делает деньги, развивает экономику, при этом деньги должны здесь оставаться на местах. То есть давайте отойдем немножко от села тебя, я имею в виду в целом региону. Поэтому попрошу выступить Юлию Харлам и рассказать немножко по ситуации с
людьми ограниченными возможностями здоровья, когда мы вчера затрагивали тему, что сегодня делает в государстве и сообществом с ограниченными возможностями здоровья, как мы можем быть как сообщество полезны друг другу и не забывать о том, что среди нас есть люди с другой категории. Юлия, ты здесь? Ага. Добрый день. Да, я вот Тоже недавно нас только слушает. подключилась. Ага. Так, ну у нас сейчас, конечно, основная проблема, она была всегда, наверное, это трудоустройство инвалидов, да, наших выпускников. Мы ежегодно, получается, обучаем 110 молодых инвалидов по рабочим профессиям, такие как портной, столяр, обувщик, пекарь, повар. Ну, вот самые актуальные профессии, это, наверное, вот пекарь, повар, да, среди инвалидов. Ну и вообще во всем мире, наверное, это актуальная профессия, да, потому что еда, общественное питание у нас постоянно развивается, вот. И ну, мы планируем развивать определенные проекты для трудоустройства наших выпускников и для организации базы практик, скажем так. Сейчас, в период пандемии, очень сложно на самом деле организовывать производственную практику для наших студентов, да. Не все организации соглашаются брать научную практику, и мы стараемся организовывать удаленно, дистанционно, ну и на местах проживания, получается. Да. Спасибо, Юлия. И я, собственно, попросила Юлию не зря выступить, потому что сейчас у нас система профессионального образования занимается тем, что оно кует кадры для базовых нужд населения, да. У нас есть система высшего образования, где сидят интеллектуальная собственность, здесь сидят люди, Арктический инновационный центр, биотехнологии. И как раз сколько бы мы через человеческие ресурсы выпускали производство, оно не обеспечит рынок ни еды, ни рынок, потому что мяса не хватает по региону в целом, да, сырья вообще не хватает, правильно? Поэтому надо использовать все те ресурсы, которые, собственно, дает нам на природа для того, чтобы доупаковывать и двигать ее на рынке. Что подразумевается под рынком? Елена, я попрошу вас немножко рассказать про здесь, смотри, Не-не-не, мы сейчас... обсуждение, если рынок, это же бизнес. Да. Человек должен как бы, ну, из этой сферы говорить. Не-не, я Елену Афанасьеву хочу попросить рассказать про Арктический инновационный центр, про деятельность, чтобы было видеть. Да. Елена. Так, добрый день. Является программным директором, да, точки кипения. Добрый день, меня слышно? Да-да. Дорогие друзья, рада приветствовать вас. Отлично, что вот создано такое пространство сайды, да, и на самом деле замечательно видеть, насколько мобильна команда городской точки кипения, да, вот, вы уже там, это здорово. Значит, что хотела бы рассказать про Арктический инновационный центр. На самом деле, Арктический инновационный центр создан был в 2010 году как раз в целях, скажем так, мобилизации основных ресурсов и технологий для развития Арктики. Вот. На сегодняшний день, я, конечно, подробно, да, не могу сказать, какие лаборатории есть в этом центре в настоящий момент, потому что центр, он постоянно реорганизуется. Но, например, есть ряд лабораторий, связанных с графеновыми технологиями, да, лаборатории по биотехнологиям. И на самом деле все это оборудовано, скажем так, по самым современным вот условиям и требованиям. Значит, кроме того, вот именно с площадки Арктического инновационного центра, раньше там базировался студенческий бизнес-инкубатор «Орех», да, то есть были созданы условия для того, чтобы наши молодые ученые, студенты примыкали вот к движению стартапов, да, работали и работают. Акселерационные программы, в том числе это такой, скажем так, такая стартовая площадка для выхода университетского сообщества, да, вот в инновационную экосистему региона и страны.
Поэтому на самом деле для страны в целом, для федеральных университетов это очень интересный кейс. И мы надеемся, да, вот, что в этом году у нас, кстати, вот, новый директор в Арктическом инновационном центре, Троев Иван Петрович, да, сам медик, один из специалистов по HealthNet, как раз это рынок национальной технологической инициативы. Мы надеемся, что вот какая-то перезагрузка, да, этого центра тоже произойдет. И я думаю, что выйдем на новый уровень работы. И на самом деле очень интересная проблема была затронута, да, вот в связи с социально-экономическим развитием республики и районов республики. Как наши стартапы, как наши идеи научной разработки будут внедряться в экономику региона. Вот это на самом деле очень такой серьезный вопрос. Мы видим, как прорывные IT-проекты, да, выходят на региональный, российский, даже на мировой уровень. И хотелось бы, чтобы по другим технологиям, сквозным технологиям НТИ у нас тоже такие изменения происходили. Спасибо. Да, действительно, Елена. Ну, смотрите, вот то, что студенты имеют интерес к стартапу и должны как бы вот в этой логике развиваться, я абсолютно согласен. Предпринимательство – это такая деятельность, она когда-то была не очень воспринималась, да, в 90-х. Было же время такое, когда если человек предприниматель занимается, он как бы там что-то делает, барыжит, там, ну, такое отношение, недоверие, да. Вот. Но сейчас время предпринимателей, елки-палки, вот распался Советский Союз, уже в других реалиях живем, да. Конечно, это форма такой деятельности, которая может человека накормить, семью накормить, но и также потом влиять на то место, где человек живет, да. Польза. Да, приносить пользу. Причем это может быть и технологический стартап, он может вообще по всему миру решать проблемы. Индрайв, например, да? Он же решает запрос человека, мне нужно доехать, все использует. И те ребята, которые имеют идеи в деревнях, да, вот в Титабе, например, да, в любой деревне, они могут быть в будущем очень успешными людьми. И вот что касается АИЦ и других специализированных организаций, их называют институты развития в сфере инноваций, да, они нацелены на то, чтобы создать условия этим людям, которые хотят создавать стартапы. И вот у нас в гостях Анатолий, он имеет действительно большой такой опыт работы в этой сфере, он от души, от природы, ну, всей душой, всей своими, как говорится, мозгами предприниматель, да? И поделись, пожалуйста, своим опытом, как ты пришел в стартаперскую деятельность и чем сейчас ты занимаешься. Вот, и ты на первых форумах тоже участвовал, да? Давай мы тебя тоже послушаем. Виктория, можно немножко встрясть? Так, давайте. По поводу выступления Елены из Арктического инновационного центра, да? Ага. По поводу, я со вчерашнего дня интересуюсь этим Арктическим инновационным центром. Виктория не даст мне соврать. Мы на нескольких площадках уже вместе работаем, общаемся. И по поводу того, что Елена сказала по поводу того, что вот они разрабатывают инновационные идеи и очень большие вопросы, связанные с внедрением, кто это будет внедрять, на местах конкретно люди должны работать, и вот эти технологии, вот эти всякие вещи внедрять, работать на месте. Вот все-таки у меня складывается мнение, что здоровская у вас площадка, потому что она позволяет вот находить людей. У нас в этом году произошли изменения в системе подготовки кадров для арктической зоны. У нас создан Центр развития профессиональных рабочих кадров, Центр развития рабочих кадров «Арктика», который соединил 3 разрозненных наших учреждения. Это Жиганский, Верхоянский и Тиксинский.
Булунского района. Вот. И по вопросу внедрения и обучения тех инновационных технологий, которые они внедряют, разрабатывают, и вопросы внедрения этих инновационных технологий, вот здесь у нас тоже могли бы быть очень хорошие стыковки в плане вот совместного, совместные стыковки могли бы быть, и я очень буду признательна, если мы потом с Еленой и с представителями Арктического инновационного центра с ВФУ встретимся. Спасибо. Да, вы находитесь на самом деле в 5 минутах друг от друга. Знаю, но мы же не знаем, кто чем занимается. Иван Роев там, да, один из тоже наших активных. Зато мы уже Движенцев. познакомили систему СПО с Иваном Троевым и уже начали упаковывать напитки, не напитки и так далее. Поэтому с этим предложением, собственно, мы на следующей неделе должны были уже выйти и переговорить. И с точкой кипения это является как раз-таки той командой, которая соединяет и знает, где на местах сидит тот человек, который нужен другому человеку. И, собственно, Вот. да. Спасибо за комментарий, да, я здесь. Спасибо за комментарий. Я думаю, что да, мы с Иваном этот вопрос тоже обсудим. И как раз у нас была вчера дискуссионная площадка по формированию кадрового потенциала для арктических северных территорий. И Екатерина Александровна выступила на этой площадке. Очень интересное было выступление. Я надеюсь, что совместно также с Центром опережающей профессиональной подготовки мы найдем еще какие-то интересные новые образовательные форматы для дальнейшего сотрудничества. Спасибо. Спасибо. Смотрите, в продолжение форума же много других мероприятий можно сделать. Вот как раз на тему ИРПО и АИЦ, что они могут совместно сделать, да? На площадке точки кипения университета. Хорошо, давайте сейчас мы продолжим. А можно внедриться еще, пожалуйста? Да, давайте. Я просто слушала, ждала, когда возможность пауза будет. Я очень хочу сказать про сохранение культурного наследия республики как человек, который не является ха, но который родился во втором поколении. Это все очень круто, классно цифрово упаковывать все это дело. Я абсолютно за всеми конечностями, потому что мы с супругом изучаем культуру, язык республики нашей. Но я вам как человек, который родился на юге республики, скажу, что у нас на уровне образования не делается абсолютно ничего для того, чтобы это сохранять как среди жителей республики коренных, так и среди тех людей, которых здесь родились. И понимаете, какая вещь? Получается, что народ Саха сохраняет культуру Саха для Саха, а все остальные, которые здесь жили, они толком ничего про это особо не знают. Я вам просто сама говорю, я пока сюда не переехала, я вообще не знала очень многое чего про республику. И мне кажется, это очень важно, потому что, у нас есть все равно кадровый потенциал, который будет жить здесь всегда там. Сейчас неважно, будет изучать язык, не будет. Но это еще и амбассадоры, которые едут у нас в Россию и рассказывают про республику, привлекая людей к нам сюда, в том числе и в туристических целях. И это крайне необходимо, я не знаю, на уровне детского сада, чтобы люди знали. Вот я вам просто скажу, я из Алданского района сама приехала сюда, 12 лет я здесь живу. Я в прошлом году был из Эхаланхо в Алданском районе. Слушайте, мне пришлось местных жителей сказать: ребят, сходите, вы никогда в жизни такое не видели, это круто, это классно, это интересно, это. И люди на меня смотрят такими глазами, что это за вообще... Я говорю, то есть вы поняли, да, что я имею в виду? То есть мне кажется, что нам, как сообществу, просто крайне необходимо, потому что мы просто с супругом на эту тему разговаривали, там, например, Бурятия практически потеряла свой родной язык. Правда. Почему Якутия обязана сохранить язык? Слушайте, мы этим сильны, как говорится, тем, что мы здесь будем. И мне кажется, что все-таки, помимо всего прочего, и среди русскоязычного населения, я сейчас обобщаю, не русских, да, русскоязычных говорящих на языке Саха, надо придумать какую-то такую совместную программу, понятно, что есть там федеральный закон об образовании и так далее и тому подобное, чтобы все-таки мы смогли сохранить, потому что даже те ребята, там на уровне бизнеса, которые приезжают к нам с северных районов, они иногда там через поколение такие: а зачем нам сохранять якутский язык? Здесь половина на русском разговаривает, и вообще мы все нацелены на Россию. Понимаете, какая вещь? И получается, что мы теряем этому не только нашу самобытность, и мы еще и теряем наших людей благодаря этому.
А у нас их, извините, на нашу территорию и так не очень много. Вот, простите за, может, эмоциональное высказывание, ну, очень Нормально, хочется, Алена. мне просто очень хочется реально, как вот человеку, который там со стороны, который не родился, да, в этом национальном, так сказать, да, в этой национальной культуре, которому пришлось это изучать. Ну, слушайте, ну, страшно. Иногда, когда ты разговариваешь с Саха, который вообще ничего не знает про республику, про историю и так далее. Там. То есть ты больше знаешь Это про это. общая проблема. Само собой, это Да, глобализация да, влияет. Да, да. много всего. Как бы дети сидят за компьютерами и тогда интересуются многими другими вещами. Но человек осознанно, приходящий к этому вопросу, повзрослев, так или иначе узнает. На самом деле. Но нам нужно создать культурное поле. Да, действительно, нужны какие-то такие подходящие современные инструменты. Я над этим в 2008-2009 году очень серьезно задумывался. И то, что старшее поколение пытается сохранить культуру, языки, да, коренных малочисленных народов Севера, я к ним тоже отношусь, да, это подход 90-х, а может быть советских, и они не работают. Они большие проблемы испытывают там, с промышленными добывающими предприятиями, да, например. Там тоже они говорят, вот мы здесь живем, что вы тут делаете, да, на нашей территории. Здесь тоже нужно уметь как-то грамотно подходить. Жизнь настолько сильно изменилась, что мы не можем в той парадигме старой жить. Там просто в лесу где-то сами по себе, да, туда тоже приходит Конечно. технологическая цивилизация. Коллеги, я тоже хочу сюда встрясть. Как раз землячка Солданского района. Да, я была одним из организаторов ИС Халонхо в 2018 году в Алдане. Вот. И на самом-то деле эта проблема, которая сегодня поднимает Алена, она действительно есть. И в условиях глобализации, как вы сказали, Иван, и то, что глобализация наступает на всех нас, мы все это понимаем, и удержать свою идентичность действительно очень сложно, потому что я даже смотрю на примере, вчера я рассказывала о своем внуке-первокласснике, Виктория это знает. Действительно, даже когда родители якутскоязычные выросли в традиционной якутской среде, а сегодня дети, которые подвержены YouTube, вот этих глобальных сетей, интернет и так далее, они даже несмотря на то, что родители в доме у себя каждый день общаются на якутском языке, они теряют эти свои корни, они начинают больше... Я вот даже очень боюсь за своего первоклассника, что он мыслит на русском. И первая его песенка, изученная самим им, озвученная была на английском языке. Вот. И поэтому, ну, я не говорю, что это говорит, что это означает, что он потерял свои корни и так далее, но все-таки такая проблема существует. И то, Надо что ее она поднимает этот вопрос, это очень интересно. И такой проект, глобальный проект, именно в условиях глобализации, именно в условиях встраивания в мировую цивилизацию, экономику. Ну, в 90-х годах, благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву, мы это не растеряли. Но и сейчас, в условиях цифровой трансформации, этот вопрос, я думаю, да, действительно очень серьезный вопрос, на который стоит обратить внимание. Даже Спасибо. Определенные пункты, они должны быть адаптированы вообще для, ну, под то, чтобы все те наши боли общества, да, они были так или иначе там решены или, соответственно, ну, как бы могли помочь решению проблем, помочь в сохранении в той же культуры. То есть среда, она должна быть такая, культурная. Тот же дизайн-код, да, он должен иметь отношение к той территории, ну, как бы особенностям этой территории, исторической, культурной, там, вот. И там же и должны, ну, происходит, ну, делать с узорами долго, там,
Чолбон бассейн, Модун спорткомплекс, да, они же тоже инвестиции. Вот это же классно. И везде, в том микрополисе, где мы будем жить скоро, через лет 10-15, если, может, это в тебе произойдет, это надо все учитывать. Поэтому этот форум новаторства, и почему я сказал 2008-2009 год, вот тогда и произошло осознание того, как же сохранить. Как здесь связать с ЮНЕСКО, например, то, что мы хотим сохранить, ладно, это Солом Хоуген признали, да, но внутри, там, где мы живем, мы должны саму среду сделать такой, чтобы она якутская. Точки кипения. Почему название этих помещений Сахалы? А? Тоже непонятно. В том-то и дело, что, понимаете, какая вещь там, чтобы оно не осталось на уровне исчезающей штуки, на уровне ЮНЕСКО. Потому что даже для некоторых из их это не является духовным праздником, который несет в себе глубокий культурный и духовный смысл. Это тупо тусня. Вот простите меня, пожалуйста, за мой русский в этой ситуации. Алена, вы правы. Да. Я только единственное последнее добавлю, да, то, на чем бы я захотела заострить внимание. Если это реально очень сильное место, то точка кипения, где действительно можно, да, там, коллаборации всякой сделать какие-то классные штуки. Мне кажется, нужно все-таки создать какую-то вещь, где бы мы могли все-таки... Про культурный код это прям супер классно. Мне вообще такое ощущение, что должно с каждого чайника быть и совершенно должно быть логичным, что там говорят на якутском языке, что есть узоры, там, что есть то, что есть то. Но начинать, мне кажется, надо с семьи, с отношений и так далее, так далее. Причем со всех семей, живущих на территории республики. Я вот это вот хочу вам сказать, что это важно не только для народов Саха, для всех, кто здесь живет. Чтобы они реально про это помнили, где мы живем, и культура, и тогда наследие, это, мне кажется, мы все-таки очень сильно отодвинем этот процесс, таких глобальных изменений. Вот что я имею в виду в плохом смысле слова. Алена, мы вас делаем амбассадором, вы наш друг хороший, да, и вот про сайды, говорите про сайды, это развитие, и такие пространства должны быть. Имейте меня в виду, если что, я за любое, даже за голодовку. Вот что я имела в виду. Это вообще супер. На самом деле, то, что мы проговариваем, и надо проговаривать боли для того, чтобы потом на них, опираясь на эти боли, делать проекты, собственно, которые можно было бы упаковывать с помощью экспертов, не экспертов. Проекты будут помогать решать эту боль. Почему здесь в Титабе находимся? Потому что здесь люди пришли и сказали, у нас есть боли, помогите. Есть СПК, у которого кадровый голод, да, людей не хватает. Помогли, полигон практик реализовали. Поняли, что здесь нужно развивать село, чтобы людям здесь хотелось оставаться жить, дети, молодежь не уезжали. Давайте думать, что делаем, да, грубо говоря. Сайды взяли, открыли, привозим молодежь из других городов. Вот, из Москвы второй человек, там, что делать? Второй человек в селе, даже не второй, здесь вообще... Нет. Наверное, 20, целая экспертов. делегация приезжала. Поэтому, друзья, действительно, культура это важно и нужно. Сергей сейчас там параллельно участвовал в сессии по экологии, сохранению экологии, тоже опыт рассказывал. Очень интересный человек. Вот. И сегодня мы здесь про культуру тоже отдельно поговорим. Да? Поэтому те, кому не безразлична эта тема, заходим в 3:30 на тоже дискуссию, связанную с новыми практиками, культурными практиками. Алена, вы человек бизнеса, поэтому давайте вот сейчас продолжим на тему бизнеса, на тему фермерства. Фермерство это тоже бизнес, да, на селе. И потом еще послушаем администрацию, послушаем представителя от ХПК Самартай, послушаем. Да, конечно, простите, что я так немножко увела в сторону. Но зато это реально от души вышло, видите, это же о наболевшем, грубо говоря. Иван, можно, да, я пару слов вставлю для перехода темы? Степан Степанов. Да. Вот давайте. Как раз вы хотели передать слово предпринимателю, парню, да? Я как предисловие для размышлений, как подсказку, да, пару слов сейчас вставлю из личной истории. Значит, 2019 год, мне 20 лет, я переезжаю в село Оленек, знакомиться с родственниками моей жены, да, строить жизнь, получается. Я приезжаю туда, это как раз-таки вот продолжение той темы, да, жизни, сельской жизни и так далее.
я приезжаю, через пару лет, через полгода я начинаю понимать, что там реально, ну, скажем, непаханное поле, да, то есть очень много возможностей для развития, очень много. Там вообще абсолютно ничего не было, то есть для моего понимания парня молодого, который приехал с Якутска, то есть здесь в Якутске все есть, все занято, а там вообще ничего нет. И как раз к нашей радости там через год приезжают представители из Минпреда, то есть те люди, которые вот раздают гранты молодым предпринимателям. Они научили нас, как делать правильно бизнес-планы и так далее, подарили нам в формате Excel формулы, да, где выявляется вот эта рентабельность бизнес-идеи и так далее. Провели для нас мастер-классы. Я там за 30 минут создал 3 бизнес-проекта, пока другие только учились, да. Первое – это вот покупка, установка снековых аппаратов. Второе – это детский магазин. И третье – это служба такси. То есть детского магазина там не было. Я для своего маленького ребенка заказывал пюрешки с Якутска, понимаете, детское питание, подгузники и так далее. Все это с Якутска заказывали. Там детского магазина не было, представляете? Там не было службы такси. А местность такая, ну, располагается на берегу, и, соответственно, там гора большая. То есть с подъемами крутыми ходить очень тяжело, зимой до минус 60. То есть служба такси очень нужна. И люди занимались ну, перевозкой чисто самостоятельно ну, по сотовому телефону, да, по сотовому звонят. И до сих пор, кстати, вот. Потом еще были идеи распиловки мяса, были еще какие-то очень много идей. Я звонил сюда своим одноклассникам, звонил друзьям и рассказывал, насколько там можно развиваться, насколько там можно очень много этих возможностей, да, зарабатывать и так далее. Но не было, наверное, той команды, не было, наверное, еще и предпринимательской жилки, не было, наверное, должной упаковки этих идей. Да? То есть все это мы сегодня проговорили. И потом мы еще занимались тем, что красили дома для муниципалитета. Также работали в этом детский сад, то есть мы реставрировали старое здание клуба для того, чтобы там открыли осенью детский сад. Я как раз-таки тогда подумал о том, чтобы приехать сюда, в Якутск, но что-то меня удерживало. То есть те моменты, где вот можно было заработать и нормально устроиться в жизни. Потом мы построили этот детский сад, и осенью выясняется, что для моего сына там места нет. То есть мы целых 2 года стояли в очереди, и мне говорят, что места нет. Видимо, поэтому я сейчас, наверное, работаю в Министерстве образования, чтобы решать такие проблемы, да? Нет, шучу. Просто это было последней точкой, я переехал сюда. Я просто к тому, что в селе очень много возможностей для молодых людей, и люди, которые живут там, да, ну, местные, они, наверное, не совсем осознают это. То есть прошло 10 лет. 10 лет. Там сейчас есть служба такси, есть междугородние перевозки есть, там очень много магазинов есть, детские магазины в том числе есть. И все эти люди, бизнесмены, они большие авторитетные люди в районе. И вокруг этих предпринимателей крутится вся жизнь местная, сельская. Понимаете? Они создают жизнь в селе. И вот я к этому. Ага. Вот, Да, собственно говоря, село да. это, к сожалению, да, как сказать, ну, незабытое место, но тем не менее место, где действительно требуются большие преобразования. И в том числе через предпринимательство это надо делать, но для того, чтобы там бизнес процветал, нужно побольше людей, да? Чтобы они больше приходили, покупали, грубо говоря. Ладно, давайте послушаем. Это, да, когда деревня большая, это хорошо. Вот у Степана очень классный опыт, и спасибо за вот тот опыт. Вот, и что ты на благо республики в Министерстве образования, ну, свою энергию, свои знания, все это используешь. Вот. Анатолий, ну, я переформулирую, наверное, вопрос. Тогда я хотел, чтобы ты рассказал про технологическое предпринимательство, как это вообще у тебя получалось сделать. Ну, давай вот подумаем, как развить, ну, вообще бизнес, да, предпринимательство. Помнишь, мы с Вилюйскими, Вилюйский или Верхневилюйский консультировались у тебя по выращиванию клубники, Вилюйский, да? Ага. Вот давай тогда на эту тему, как же бизнес? Вот ты человек, додумывающийся о том, как на селе бизнес. Ну да, вот действительно правильно подчеркнули, что на селе тоже надо делать бизнес, нужно делать бизнес.
И по большому счету, наверное, надо давать местным больше свободы, наверное, да, в этой части, потому что не приезжим, а больше местным, конечно же. Так, ну, чтобы экономика все-таки на месте развивалась больше, не утечки ресурсов, чтобы не было, да. Ну, в общем, я к тому, что бизнес сейчас тоже трансформируется сильно, да, очень сильно трансформируется бизнес, то, что вот 3 года назад, да, там, 5 лет назад, 8 лет назад это совсем разные бизнесы, можно сказать. И сейчас открыть дело стало действительно намного проще, благодаря таким институтам, как вот МПЦ, да, там, Центр предпринимательства, там, да, фонды всякие есть для поддержки предпринимателей и так далее. Ну, опять же, еще проще стало платить налоги, да, там, автоматически вычитывать, всякие сервисы по бухгалтерии тоже появились, да, без которых, ну, раньше было очень сложно, все приходилось вручную считать, там, пользоваться услугами бухгалтерских компаний, да, вот как раз-таки про изменения сейчас происходит как раз на рынке бухгалтерии тоже, да. Сейчас можно вообще бухгалтера нанять из другого региона на удаленке в большой фирме, да, и он у тебя будет и юристом, бухгалтером, кадровиком и всем подряд, вот, да, за вообще небольшие деньги. Но это ну, профессионально, да, и это оптимизировано, можно сказать. И что еще там по поводу иного уклада в бизнесе. Сейчас, конечно, цифровизация сильно коснулась бизнеса, да, тоже. Если брать в расчет еще и пандемию, то ускорение темпов развития по цифровизации в сфере бизнеса стало намного больше. Бизнес без цифровизации сейчас такого, ну, практически нету, да? Конечно. Сейчас никто не ведет бухгалтерию, никто не считает там в Excel практически, да? Все пользуются определенными специализированными программами. Если, например, ну, у меня есть ряд стартапов, да, тоже. Один из них как раз-таки в сфере общепита. И компания занимается доставкой паназиатской кухни по городу Якутску. Но там настолько сильно все автоматизировано, что, можно сказать, при начале проекта там большая часть денег ушла на как раз-таки эту цифровизацию. Поставить сервер свой внутренний, там, сайт сделать, приложение написать, там, ну, все это дело скомпоновать, там, да, специализированную программу поставить на сервер, которая сама умеет считать себестоимость, сама учитывает время работы персонала. Каждый, кто приходит на работу, уже отмечает своим пин-кодом, и начинается время работы. Да, открывается личная смена, и также закрывает личные смены каждый. И программа сама уже считает зарплату человека. Изначально, когда человек приходит, просто ставим ставку и смены составляем. И все, человек уже там отмечается, опоздал, не опоздал, там, и так далее. И автоматически штраф там может выписывать, там, да, всякие, ну, все умеет делать. Приложение, программа даже также учитывает время доставки от принятия до заказа до доставки до клиента, да. То есть, если есть регламент по приготовлению блюд каких-нибудь, да, там заказ поступил на ролл, например, да, супы, да, и на каждый рецепт, если отводится время на приготовление, то есть повар уже не просто в расслабленном темпе там готовит, а его уже подгоняет время постоянно, благодаря чему мы сократили время доставки, ну, в средней доставке, да, если брать не оцифрованную службу доставки, да, то у нас процентов на 25-30 уже быстрее стала работать компания чисто за счет цифровизации. Это серьезное конкурентное преимущество, потому что при тех же объемах производства мы уже производим на 25-30% больше, чем конкуренты. Да. Да? Вот. Ну и кроме того, также к приложению привязан и курьер, у которого тоже время там отсекается, да, то если он опаздывает, тоже там штрафные санкции можно сразу автоматически выписывать, да. Ну, в общем, те же IP-камеры на производстве, да, где управляющий, там, кто угодно может, ну, из управленческого состава видеть
свои отделения по производству, по сборке, отправке и так далее. Что еще там по цифровизации? Так. Оптимизация труда, облегчает человеческий Конечно, труд, да, оптимизация сокращает труда. время самый ценный ресурс, который нельзя никак возместить. Да, конечно. Ага, Да. это Все технологии. идет оптимизации времени и повышению качества. То есть, опять же, там до того дошло, что, ну, знаете, да, кто связан с общепитом и так далее, ну, в этой части знает, что такое списание, что знает, что такое технологические калькуляционные карты, да, по составлению блюда. То есть есть определенный ролл, там есть сколько-то грамм семги, сколько-то грамм риса, сколько-то грамм огурцов, там, листа нори и так далее, да, и всяких соусов, допустим, сколько-то идет одноразовой посуды, палочек и так далее, до наклеек, пакета и так далее. Все идет в расчет в калькуляционной карты. И когда приходит новый приход, да, поставщики меняют цену, например, да, у нас часто это происходит, когда переправа закрывается, там резко поднимается цена, Да. то есть в отличие от неоцифрованной службы доставки, допустим, мы видим себестоимость, изменение себестоимости нашей продукции. То есть если ролл стоит всего, ну, допустим, 149 рублей, допустим, закрытие переправы, через неделю он стал стоить, допустим, 180 рублей, да, но и себестоимость меняется. Есть некоторые позиции, которые могут уходить в минус, да, и неоцифрованная компания не может этого не заметить. Вот. И, ну, это дает большие преимущества еще в расчетах некоторых. И вообще, ну, бизнес это про что? Это как математика, да? Это сложная математика, где мы берем постоянной стоимости продукта из разных поставщиков и путем переработки перепродаем под добавленной стоимости уже клиентам, да? Вот. Вот то, что мы вот высчитали, приплюсовали к своей добавленной стоимости, это является нашей маржой, чистой прибылью. Вот. И та компания, которая не может уметь считать, да, считает на Excel, на бумажке, это уже, можно сказать, уже заранее проигрышная модель, потому что есть такое понятие еще и отходность. Да? Рыба весит, например, ну, допустим, 10 килограмм, после оттайки она весит уже 8 килограмм, да? 20% ушло на воду. Потом еще идет разделка. После разделки остается 50%. То есть от рыбы полезного материала, да, фабрикатов всего лишь 50%. Многие тоже это не считают и не берут в расчет. Они думают, что вот 10 килограмм взял, и 10 килограмм у меня ушло полностью. Да? Но нет, здесь тоже надо считать. И программа как раз-таки это тоже высчитывает. Мы вводим определенную рыбу, там, семга, лосось и так далее, там, и она уже высчитывает отходность любую. Вот. Даже если берем мясо какое-то, да, там, свинина, говядина, курица, голень и так далее, там тоже отходность уже на каждое блюдо уже рассчитана. Представьте, вот как было бы здорово, да, вот такая система стояла бы, допустим, у нас есть местности, да, вот туристические местности, если то куда ежегодно там, по-моему, если не врать, сумма определенно очень хорошая проходит. И в бюджет, допустим, вот этого населенного пункта она никак не попадает. А если бы местное население начало тут что-то упаковывать, бизнесы какие-то делать, продавать, да, еще и по СРМ это входило, потому что как бы вот в бюджет тех населенных пунктов, где есть социальные какие-то объекты, это вопрос администрации как раз-таки наслега, пока почему вот в бюджет населенного пункта не попадают, грубо говоря, которые можно было бы сделать с помощью, с упаковкой, допустим, CRM-систему, в производство поставить, да, в туристические базы, в разные направления, в образование. Каждый родитель мог бы заглянуть, да, где, ну, там, помимо сетевой город образования, это есть, конечно, вот эти CRM-ки, но на самом деле она не будет стоять, если без бизнес-подходов. Поэтому, собственно, это не только там какие-то определенные, вот все говорят, сетевой город, журнал надо заполнять и так далее. На самом деле это все задумывается для того, чтобы облегчить труд человеческий.
Да, Конечно, да. поэтому и большие данные, собственно, это те вещи, которые облегчают труд, они по-другому начинают работать. И глава местный, да, допустим, население, это не касаемо тебя, вообще мы разговариваем в целом по региону, посмотреть, каким образом экономику свою развивать, на селе, в районе, в республике, да, и умные решения, собственно, создаются для этого. Все мы должны понимать, что нельзя отказываться от вот таких вещей, и сколько бы... Да, Сергей, я прошу вас. Я хотел тоже, Ага. дать, Можно вот... прокомментировать. Ага. Да. Мне кажется, что это очень Тебе лучше поближе Да-да-да. к микрофону, чтобы люди слышали. Ага, Вот А здесь вот вот ты, это- Вася, возьми. это очень правильно, что вы советуете про CRM-модель. Я сам занимался внедрением CRM на большой компании немецкой, которая работала в России, именно с агроуклоном, то есть это сельскохозхозяйство, предприятия, там, удобрения и так далее. Вот, я столкнулся с тем, что люди многие, особенно региональные, им очень сложно именно системой этой пользоваться, функционал очень сложно, непонятно зачастую. И поэтому вот я не соглашусь в том, что Excel это как бы прошлый век. Надо начинать вообще, мы хотели с бумаги начать. Вот, то есть вот я имею в виду подходить к теме, вот что просто иногда рисовать, это тоже эффективно, чтобы люди привыкали как бы этим заниматься. И я за высокотехнологичное решение. Но мне кажется иногда, что если это малый коллектив, то и у них Excel будет работать. Вот, потому что, ну... Да и Flipchart, Trello, Да, это вещи, которые да, на самом деле, да. вот, к примеру, я отказывалась, когда пандемия произошла, Иван мне сказал: Виктория, зайди в Trello. Зачем мне в Trello заходить? Недоумевала, хотя сейчас без Trello жизнь же, без Zoom и так далее, это инструменты, которые надо все-таки использовать. Нельзя отказываться. Да, нет, здесь имеется в виду то, что специфика бизнеса. Вообще, если используется Excel, там все слишком быстро меняется. Каждый переход надо забивать, и программа должна сама это дело высчитывать. То есть сейчас, раньше, да, чтобы делать бизнес по общественному питанию, да, надо было кого содержать? Бухгалтера-кадровика, бухгалтера-калькуляторов несколько штук, да, которые приходом, расходом занимается. Обычного бухгалтера, который занимается отчетностью, да, бухгалтер, который еще по общим вопросам, так называемый финансовый, да, финансист, да, который планирует доходы, да. Сейчас это делает все одним благодаря программе. Как бы здесь идет уже в 4 раза эффективность. Все заранее, если настроить, да, то уже все оптимизируется в разы и готово уже к масштабированию. Давайте я здесь прокомментирую. Здесь же вопрос того, смотрите, технологии, да, CRM это тоже программное обеспечение, да? Конечно. И это же не на пустом месте появилось. Когда не было компьютера, об этом-то и речи не было, интернета и так далее, да, таких систем. Сейчас мир, время настолько изменилось, да, все ушло вперед, и люди даже в городах не умеют CRM пользоваться. Их мозги, сознание еще не привыкло к такой логике работы, когда действительно можно все процессы завести туда, и их можно быстрее решать. А что с селом? На селе вообще просто даже бизнес запустить, это целое дело, елки-палки, грубо говоря, да? Вот. Ну, ладно, тут магазин открыть одно, а вот сделать так, чтобы это все дальше шло. А здесь есть люди, которые управляют местной бизнес-корпорации, да, в кавычках я называю. Ну, на селе СХПК, любой СХПК, это уже на самом деле бизнес. Это там деньги крутятся. Ладно, там продукцию сбывать, это проблема. Еще собрать надо, а еще из Минсельхоза, там, да, все вот эти субсидии брать, это тоже отдельная как бы область, когда у вас сельскохозяйственной как бы деятельностью вот такой занимаешься. Но будущее за теми СХПК, в том числе, если вот так подумать, которые будут действительно современно бизнес-ориентированными. СХПК Самартай выпускает молочную продукцию, которая очень хорошо упаковывается. Магазин открыли, да? Запустили образовательно-производственную площадку. Не каждый СХПК будет так подходить таким новым форматом. Да я уверен, в будущем вот этот CRM по-любому войдет. И за счет этого, да, решаться будет бизнес-процесс происходить быстрее. Магазинов больше будет, людей больше будет, и так далее. Давайте послушаем, ребят, вот вы люди из бизнеса и люди, вот связанные с сельскохозяйственной
сельскохозяйственным производством. Что еще можно на селе сделать, чтобы бизнесы, ну, люди бизнесом занимались и появлялся бизнес? Ну, Проекты. примеры нужны. Примеры и бизнес-образование, конечно, нужно. Бизнес-образование. Если в других развитых странах бизнесу учатся там, ну, в университете, да, то у нас бизнесом занимаются после того, как неудачно учился где-нибудь, да, потом решил бизнесом, там, какой-нибудь музеевед, да, или что-нибудь филологическое закончил, и давай-ка пойду в бизнес. Ну, конечно, такому человеку сложнее. Я сам такой, да, вот, из этой истории, да, вот, ну, в других развитых странах, да, более уже системный подход к этому идет. MBA, те же программы, да, там, какие-то бизнеса, вот. Там, конечно, уже изначально учат правильному маркетингу, да, как выстраивать, позиционировать там свои продукты, как считать экономику, как отбирать команду, как быть лидером предприятия и так далее. Да. Уже как считать налоги, как платить взносам и так далее, как оптимизировать их. Вот это все изначально уже на уровне университета обучают этому. Да? Понятно. Смотри, у нас времени мало остается, хотелось бы вот еще Туярова услышать и заместителя главы. Да? Прошу прощения, я подумал заместитель. Ну, ладно, смотрите, представитель администрации. Сейчас, вот тебе повезло, что есть такие люди, которые здесь приходят, работают. Вот мы сами приезжаем, свое время в субботнее тратим. Мы люди идейные, да, мы приезжаем, мы заводим сюда наших друзей, партнеров, коллег. Вам повезло. Повезло то, что вот сейчас в СХПК Самартай последний вот год, да, полтора, работает человек, который мог бы работать вообще в Москве тоже со своим бизнесом. Я рассказывала тоже про свой бизнесовый опыт, и она сейчас этот опыт использует здесь для управления СХПК. Что еще надо сделать, чтобы СХПК развилась? Вы сделали очень серьезный шаг, здесь фирменный магазин в Покровске создали, еще в Якутске создадите, да, и потом еще, не знаю, может, в Москве, вот ты будешь представителем, Сергей, будешь там какую-нибудь продукцию, ну, или интернет-площадку сделать, да? Вера, давай вот скажи, пожалуйста, вот современный взгляд на сельхозпроизводство, и что же нужно делать, чтобы на селе еще что-нибудь происходило бизнесовое? Инфраструктура нужна. А что именно инфраструктура? Отопление, либо газификация, водоснабжение, потому что у нас воду привозят. Черт возьми, это базовые вещи. Это очень давно должно было быть, а этого здесь рядом с городом Покровском, с Бестяхом и Якутском, этого нет. С такими туристическими объектами почему нет? Это вопрос администрации. Да. Это страшные вещи. Если экономика посчитать, то бизнес вот в селе, он убыточный. Потому что у нас вот содержание одного объекта получается около 300 тысяч в месяц. Столько надо производить, что вот чисто вот за отопление оплачивать. Смотрите, про биотехнологии расскажи, пожалуйста, про то, почему мы, собственно, сюда собрались, завели студентов, которые вам в прошлом году прикрыли базовые вещи, а в следующем году мы уже хотим биотехнологии запартнериться с Атлантическим инновационным центром и начать двигать уже на международные рынки. Расскажи, пожалуйста, про это. Сейчас мы хотим, планируем, получается, запустить... потому что, да, Якутия, она, собственно, вся тут таблица Менделеева, можно хоть что упаковывать с наукоемким содержанием, да, забрендировать и начать уже двигать на рынке. Потому что это не только в республике, да. Хотим выйти на российский, на мировые. Вот, нужно думать глобально, да, думать действительно не просто вот про свой рынок. Согласись, вот стартапы, те стартапы, которые думают о глобальном рынке, их инвесторы больше поддерживают. Да. Они интереснее, амбиции должны быть. Желание привносить новые технологии, может быть, вообще нового порядка. Вот ладно, кавычка, новые технологии, новые технологии. А вообще, которые поменяют нашу жизнь. Конечно. Поменяют вообще СХПК. Потому что вот эти наши деревни, я изучаю, езжу и очень с уважением отношусь к людям, которые живут и работают на благо села. Вот нам нужны новые идеи, мысли, видения. Вот про это наш. Хорошо, давайте вас послушаем. Я насчет... Как вас зовут? Ольга Емельянова. Я художественный руководитель МУКСК Сарыда, всего Титабе. Что я хочу сказать насчет культурного наследия, да?
нашем наследии, это как бы у нас старая лиственница, ну, как обычно, он на сохранение вот этой, да, традиции нашей. Он тяжело ко всем, только делали. Эти микрополис деревня, да, по населению микрополис, день когда мы инновационно-технологической товар мы смыслах, короче, деревня курдук, да, он нолана бихи, канал товари туристической базатынан олсайдылах, хайдан эрде, то якна онно бар топут объекттар бит, сеттер бит, барта кирен туралар бит таги. Онно булана бу титебе кенигер, бу именно титебе дем болбакка. Ол микрополис, деген долина будущего Самартай, как бы маннык улахан, бир класс туристической инфраструктуралах учрей база урокан. Это получается, как бы мы делаем эту лиственницу, которую улахан объект туристический, и как бы культура это как мы будем изучать библиотеку, будем как гидами там работать, и не будем, да? Конечно, почему бы нет? И он это бублинге биге эдерчат кабитор көлөнебер бу маник келектак директак. Вот цифровой эдиктен бар тади чубайт кетте. Антолия ха. Онно и он кадик биге Сергей чепчи онну үрелү боллаган. Туристической. Культура энергетик культура. Онна бу СХПК бу бигей бу тааран бу деревнетен таккар производство именно бу туристической инфраструктуранан терес бу манна рекламный курдук улахан тукатак. Туризм это действительно культура во всех деревнях практически. Ну, когда мы с ними взаимодействуем, да, по работе, по образовательным нашим, говорят про туризм, культура. Есть связка есть. А если туризм это бизнес, значит вы должны культура, туризм и бизнес СПК, он на администрации обязательно. Да, должны бизнес сделать, ну, производством заниматься, участвовать, учиться. Для этого и есть пространство, вот, Сарел, здесь, Сайды, на базе культурного центра Сарел. Действительно, здесь образование это важно и нужно. И вот здесь есть уже проект, здесь был придуман туристический кластер долина Самартай. Упаковали, подали заявку на субсидию Ростуризма, но в этом году не выиграли, в следующем выиграют. Ну, это же постепенно делается, да? Улин, это очень хорошо, что вы задумываетесь об этом сказали. Ну, это как бы долина будущего, инфраструктура туристическая. И наше будущее, оно очень многогранно. И мы должны думать не только в узкой логике, а мы должны быть очень развиты, ну, как бы обмениваться, взаимодействовать, знать, понимать определенные процессы, темы. Бизнес для чего сейчас говорит? Потому что он, чтобы... Национальное как бы подходит, и как бренд, да, и это российское, как И ты микрополис тем самый ключевой. Из-за этого и форум появился, из-за этого новаторское движение появилось. Тогда мы назвали это такой Иннополис, город-спутник, да, такой инновационный. Разные локации смотрели. И постепенно эта идея фикс, идея большая, она идет, развивается. И сейчас вот NFT микрополис, вот, у меня в голову осознание пришло. Ну, модель-то мы знаем, примерно видение, как этот микрополис должен быть. Это не просто вот территория, где распределили землю, люди живут сам по себе, мой дом, мой этот, да. Нет, он такой компактный, очень адаптированный под то, чтобы люди занимались реализацией своих идей, самореализовывались, развивались и были счастливы. Для того, чтобы люди в команды, да, там формировались, проекты запускали, они были очень продвинуты в своих, ну, делах. И визуал возник в голове, это как муравейник. Там же вообще все четко. Каждый знает, кто что делает. Все распределено. Тут чуть ли без слов они там разговаривают. И мы должны, получается, как-то такую CRM-систему сделать с чипами, данными, датчиками. А потом, если можно я встряну, Лилия?
Ага, я бы даже рекомендовала убрать термин «микро» и оставить просто «полис». Да? Потому что географические размеры или удаленности, они в наше время не должны играть никакую роль. Даже если брать пример Татарстана, там у них Иннополис, например, город IT. Вот. Можно тоже к размышлению взять. Спасибо. Да, да, спасибо за предложение. Ну, есть мегаполис, а если полис, это, наверное, города, ну, плана такого, как город. А микро, он небольшой. Мегамаркет или как на Но маркете если мы называется? амбициями, то замахиваемся. Если на развитие инфраструктуры, то полис абсолютно... Если, смотрите, на всю долину Самартай в 5 населенных пунктах все это взаимосвязано будет, я согласен с полисом. А когда это в одной деревне, как небольшой микрорайон, на сколько-то квадратных, ну там площадь, да, гектар, то это микрополис. Вот надо как-то распределить, я считаю. И в долине вот здесь Эркяны тоже идет сейчас очень серьезная работа, где объединяют все вот эти наслега. Вот. Там, ну, как бы тоже большие планы такие, что ну, мы там тоже участвуем, надеемся, что там полис появится в будущем. Но это все должно быть с чего-то малого. Поэтому микрополис. Здесь еще можно отметить развитие Арктики. То есть недавно мы встречались с заместителем директора Агентства по развитию человеческого капитала Иван Ефимов, и при участии Феодосии Васильевны Габышевой, да, при участии главы района, заместителя главы района, директора Арктического колледжа народов Севера, там как раз-таки вели обсуждение о развитии Арктического колледжа Севера, о подготовке кадров и вообще в целом о развитии Арктики. Внесли предложение создать попечительский совет за Арктическим колледжем народов Севера. Также предложили проводить на базе данного колледжа международный чемпионат. Кроме этого, с прошлого года, как мы знаем, в рамках движения WorldSkills они проводят региональный чемпионат по компетенции оленевод-механизатор. То есть здесь тоже предложили развивать. Здесь, Иван, Виктория, попросил бы вас принять участие в деловой программе в рамках открытого регионального чемпионата, который планируется в январе, во второй половине января, и выступить, да, с такой же темой о развитии сельской местности с привязкой к Арктике, к движению, ну, развитию Арктики. То есть и наших друзей вот с Хангаласского района, с Горного района тоже всех приглашаем, если мы в рамках деловой программы придумаем какой-нибудь там стол, да, круглый, не знаю, то могли бы поделиться опытом и также подтянуть Арктику тоже к развитию. Ага. Да, Степан, да, мы обязательно, мы всегда реагируем на приглашение, конечно. Мы занимаемся здесь совместным думанием. Для чего вот эти форумы, для чего мы здесь сидим, для чего разные люди разных сфер, да, разным пониманием находятся здесь через Zoom, это для того, чтобы обменяться, скажем так, обогатить друг друга, взаимообогащать, без этого никак. Поэтому пространство здесь сайты появилось и должно появиться во всех чуть не деревнях. Вот совместно думаем. Ну, хочу спросить в администрации представителя ВАР. Тохтяны ты бу манукуля барарын в деревне. Бунинаны сумуньяхта тегинди. Главы администрации. Бисин короче истахджар булах это дюгет. Ну, чтобы нас понять, это тоже нужно время на самом деле. Когда мы говорим про микрополис, ИТБ, администрация думает, так, это что значит? Газа нет, чего-то того нет, денег здесь, налоги особо не поступают. Вот, и бюджета не так много, вы, может, так думаете, но да? Тухтяны ты, то хотя на вот их. Канто-то вот эти. Там Сайнарага, конечно, тух надо уладить. Газификация, все условия. Что Барбатонерка на народ, особенно молодежь.
Или плохо надо. Вот идеи, например. Вот ваши планы, идеи. Где был горизонт, дизайн, код, да. Вот, anga бисегалим, anga истерихитим. То вот эта реализация, конечно, администрация обеими руками за. Бига сотрудничать легко, конечно. Вот. Дальше на том. Смотрите, мы много чего говорим, разные термины, понятия. Кофинкинг, кто понял это слово? Что это значит, да, грубо говоря? Не каждый понял, грубо, да? Совместное думание, коворкинг, совместная работа. Здесь не важно, кто откуда. Мы, видите, вот пришли, мы воплощаем то, что как должно пространство работать, как в деревне люди должны работать, и как в будущем вообще, ну, вся наша жизнь должна, модель жизни и работы, она должна быть, вот, ну, грубо говоря, такой. Не говорю, что такого нет. Происходит, делается. Но здесь такие форматы, когда как сообщество мы можем что-то вместе делать. Он нам взаимодополнять и помогать. Концепциялар кирелерге, хайди кирелерге, гүрбе бири сиясатты бәһәр боларга. Джон бирге манык мустухта. Бирге атак тапсен харах көрсен де укудук идея биректа. Да, Сергей учится якутскому языку. Скоро будет нас понимать хорошо. Вот, поэтому, друзья, это вообще уникальный шанс, когда сайды появляются такие, да, люди собираются. Форум такой проходит про новые идеи, новые концепции, новые подходы. Без этого никак. И здорово, что в Силете ТБ, да, мы вместе уже все это начинаем притворять и в жизнь приносить. Дизайн-код сегодня вы знали, да, что такое, и захотели реализовать. Вот. Поэтому, друзья, ну, только если мы вместе будем иметь общее видение, обмениваться, взаимодополнять друг друга, тогда и только будет развитие. Да. Можно я скажу, да, еще пару слов касаемо, каким образом могут быть причастны местные жители в эти проекты, да, потому что все равно на селе есть тот человек, Ваня, Саша, Маша, Лена, неважно, как их зовут, они обладатели тех общественных пространств. Допустим, вот в селе тебя есть заброшенные сваи, есть какие-то облагороженные территории рядом с речкой и так далее, озерами, да, можно их еще доупаковать, нормально вот привести с дизайнерами из, допустим, колледж технологий и дизайна, да, поработать с ними, что-то там доупаковать, CRM-систему поставить, и тогда живут те проекты и идеи, которые, собственно, нам визионеры подсказывает, да. Иван у нас визионер, и он оттуда думает, и все это мы тут на свой лад переформатируем и начинаем реализовать. Друзья, смотрите, и то, что сейчас происходит, само по себе возникает, да, это вот, это снизу идет, форум новаторства, это инициатива снизу, молодых ребят, которые хотят Якутию менять. Как инициатор главный, да, здесь заинтересованные люди сидят тоже, чтобы понимали, в 2014 году мы подумали, надо сообщество новаторов создать. У нас есть большая идея. И эта идея сейчас называется Микрополис. До этого называлась там Иннополис, да, полис, такой спутник город. И все это движется, и вокруг люди появляются, обсуждают. И даже эта идея дает другие замыслы. И это напрямую влияет вот за счет таких событий, встреч на отдельных людей. И мы создаем такие процессы вместе, которые меняют нашу жизнь. Поэтому мы сегодня говорим про изменения. Поэтому, и изменения идут без взаимововлеченности, взаимоподдержки, понимания. И сообщество – это вот та формация, то, что объясняет, когда люди взаимосвязаны, как-то имеют общий интерес, цель. Да? Развить село, тебя. Значит, администрация тоже, да, вот понимает, мы вместе, да, давайте, культура говорит, нам культуру надо, образование. Смотрите, сколько у нас хороших друзей, партнеров. Мы с ними вот на «ты» разговариваем, на самом деле, видите? И они нас тоже воспринимают, понимают, да, каждый по-своему, мы их воспринимаем. И мы, должны научиться работать в сообществе. Поэтому, друзья, сегодня мы перешли на новый качественный этап взаимной работы. Вот реально говорю,
Вот те, кто здесь слышат и смотрят в рамках этого форума и этого дня, я считаю, что реально сообщество, воспринимайте это именно так. Всегда ждем, да, вот Степан поднял, ага, может подумает Аймах, да? Степан, Иван Степанов. Пока мы не выяснили, Аймах не Аймах, но однофамильцы. Вот. Все вот, Елена Афанасьева, да, все, кто вот Алена, вы наши большие друзья и поддержка, опора, вот здесь сидящие. Давайте сюда приезжать время от времени, вот так выезжать, позитивно проводить время, вот, интересные темы обсуждать и к чему-то интересному приходить и сотрудничать. Вот. Тофтианет, что думаете? Фотографироваться надо. Отлично. Кто тут услышал в Zoom, можете тоже отреагировать. Вот. Поэтому, друзья, давайте быть людьми, которыми меняют нашу жизнь к лучшему. Еще с большим эффектом это делать. Мы таковые все есть, да? Все. Бизнес, фермерство, культура, образование, да? НКО, администрация. Но как сообщество с новым видением мы это можем еще больше делать, с такими новаторскими идеями. Поэтому форум новаторств проводится. Да, тогда завершаем. А с 2 часов у нас продолжение. Вот, тоже вас ожидаем, скинем на ссылку. Надеемся, что там поговорим. Поэтому продолжим. Спасибо большое. Спасибо за то, что предоставили выйти из министерского кабинета и пообщаться. А то мы на мир смотрим только через бумаги. Спасибо. До новых встреч. Да, до новых встреч. Всем спасибо, Семен, Денис и следователь. Все, завершаем тогда. Та-дам.